И мы начинаем наш сеанс. Для кого-то знакомого и привычного, а кто-то будет слушать в первый раз. И перед тем, как вы устроитесь удобнее и комфортнее, я хотел, чтобы вы обратили внимание, что кроме моего голоса и музыки есть и другие звуки. Тикают часы, стихает музыка, тише становится мой голос. И вы можете легко заметить, что мой голос бывает разный. То более громкий, то совсем тихий. Он может уходить то в одну сторону, то в другую. И чем лучше вы отслеживаете нюансы моего голоса, тем глубже расслабляется и засыпает тело. И вы обретаете понимание того, что тело может жить своей жизнью. А сознание отслеживать другие моменты, такие как вновь зазвучавшая музыка и появившиеся голоса птиц. Тише становится мой голос, и дыхание становится более глубоким и медленным. И сейчас сознательно вы можете отдавать себе отчет в том, какие ощущения вы сейчас испытываете. Вы можете обратить внимание на свои руки. Оцените, насколько удобно они лежат. Какой поверхности касаются. Насколько они расслаблены. А тем временем тело успокаивается еще лучше и лучше. И вы можете вновь легко заметить, что музыка становится тише. И появляются звуки летней ночи. И организм настраивается на волну глубокого отдыха и покоя. Вы можете понимать то, что происходит здесь и сейчас. А внутренний мир начинает улавливать что-то очень важное для вас. И тело спокойно расслабляется и засыпает. Ровно настолько, насколько это нужно вам и вашему телу, чтобы научиться чему-то важному для себя. Сознание может прислушиваться к тому, что я говорю, а тело может легко засыпать. Главное, что сейчас нет ничего, что нужно делать. Вы можете слушать мой голос, а можете не слушать его, а просто отдыхать. Вы можете легко создавать образы и представления, а можете думать ни о чем. Или думать обо всем сразу. Можно вспомнить о том, что вы забыли. Или наоборот, забыть то, о чем вы вспомнили. Главное, что сейчас ничего не нужно делать. Хотя ничего не делать — это уже что-то, что делать необходимо. Просто чем дальше продолжается наш сеанс отдыха, тем глубже покой и сон вашего тела. Вот и заканчивается день. Стрелки часов отменяют последние моменты уходящего дня.
вписывая его события в книгу нашей жизни. Заканчивается глава книги под названием «Сегодняшний день». Пройдет совсем мало времени, и последняя песчинка песочных часов перевернет очередную страницу нашей жизни, сделав день уходящим днем прошедшим. Я не знаю, чем запомнится этот день, и останется ли он в нашей памяти через год или два, просто заснув глубоким сном и проснувшись на следующий день, вы станете мудрее. Как утро бывает мудренее вечера. И пока сознание активно, подсознание глубоко спит. И через некоторое время все изменится, как день сменяет ночь. И сознание будет глубоко спать, а подсознание будет жить во сне своей жизни. И перед тем, как люди вечером ложатся спать, они устраиваются поудобнее и начинают думать о чем-то своем, более важном и нужном. Кто-то вспоминает день уходящий, а кто-то думает о дне завтрашнем. А тело расслабляется и успокаивается еще лучше. Кто-то вспоминает события давно минувших дней, а другие устремляются в будущее. И дыхание становится более глубоким и медленным. А кто-то любит помечтать, перенестись в вымышленный мир своих фантазий, где спокойно и хорошо. А тело глубже расслабляется и засыпает. И сейчас, перед тем, как уснуть глубоким детским сном, не захочет ли ваш внутренний мир или подсознание провести работу, сделать выводы, извлечь уроки, чтобы отпустить сознание в царство сна, вернуться в прошлое и поработать с мыслями, которые не дают вам легко и быстро уснуть. Ведь спится всегда хорошо, когда отдых и сон заслужены. И внутренний мир усвоил уроки уходящего дня или последних событий, которые не дают вам спокойно уснуть. Тогда мысли и вопросы вертятся в голове, а подсознание сможет вернуться и найти ответ, обращаясь к прошлому. По мере того, как подсознание будет находить ответы и решения, я буду считать от 7 до 0 в обратном порядке. И перед тем, как все второстепенное выпадет в осадок вашей памяти, оставляя чистое видение прошлого и будущего, я назову цифру 0. Просто 0. И по мере счета будет любопытно узнать, какие образы, воспоминания
чувств, связанные с засыпанием, могут возникнуть у вас. Как будто открылся кран накопившихся чувств, образов, эмоций, которые, быстро утекая, покидают вас, оставляя после себя покой и тишину, отпуская все от себя, как легкий воздушный шар, который вы отпускаете из своих рук. Легко и быстро устремляется в небо, превратившись в маленькую точку на небе. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Просто 0. Все меняется в нашем мире. Меняемся и мы. Все лишнее, второстепенное покидает нас. Как волна, набежавшая на песчаный берег, смывая следы на песке. Если нарисовать что-нибудь еще, следующая волна смоет и это, оставляя после себя чистое полотно песчаного берега. И чем лучше вы слышите морской прибой, тем спокойнее в душе. И когда на поверхности воды бывают волны и мелкая рябь, то внутри прозрачного водоема тихо и спокойно. Снаружи может идти дождь или падать снег, а внутри покой и тишина. Все лишнее уходит, теряет смысл. Как вода смывает чернила написанных строк, размывая содержание красок картин,
растворяя в себе все лишнее и наносное, внося в рейку времени часы, дни, недели. И чем больше проходит времени, тем дальше уносит нас течение реки от берегов текущих событий, чтобы уплыть в мир снов и сновидений, где будет хорошо и спокойно, красиво и радостно. И в сновидениях может быть все, что угодно. Все, что вы захотите. И перед тем, как наступает глубокий сон, музыка становится тише. И в нашем внутреннем мире выпадает первый снег, который легко и быстро укроет слякоть и грязь, заметая следы и тропинки, оседая на крышах домов и дорогах, убирая все лишнее, растворяя в своей белизне все вокруг, принося радость и покой нашим сердцам. Все меняется. И перед тем, как многое изменится внутри нас, пройдет минута. Минута покоя и тишины. Без лишних слов. Просто музыка и покой. Закончилась минута, и вы вновь слышите мой голос. Появляются звуки летней ночи. Стихает музыка. И чем лучше вы слышите звуки летней ночи, тем спокойнее становится на душе. И может вам любопытно будет узнать, что приснится вам этой ночью. Так бывает, когда люди, проснувшись раньше времени, понимают, что у них есть еще время для глубокого сна. И обычно, удобно устроившись, легко закрывают глаза и засыпают глубоким сном. В надежде увидеть хорошие сновидения. Как предвестники чего-то хорошего и позитивного в жизни. Вот и мы имеем одну минуту глубокого покоя. Без моих слов. Просто музыка и тишина собственных мыслей.
Закончилась минута, и вы вновь слышите мой голос. Слышно, как тикают часы. И пройдет совсем мало времени. День, неделя, месяц или год. И с высоты прожитого времени вы заметите, как много изменилось. Вы можете обернуться и посмотреть на сегодняшний день и наступающий сон другими глазами. И то, что сейчас кажется большим и важным, покажется вам маленькой точкой вдали. Многое забудется, как забывается утренний сон после пробуждения, рассеиваясь в потоке мыслей и дел наступающего дня. И сейчас вы можете заснуть глубоким сном. А если кто-то уже отдохнул, то может легко проснуться после того, как закончится музыка. Главное, что за время сна вы сможете отдохнуть и восстановить силы, успокоиться и расслабиться, выспаться и увидеть сны.